значит, вообще я в данный момент нахожусь на территории дом отдыха «Дельфин». Я решил этот дом отдыха немножко, как говорят, там принимать больных, оказать и обучать некоторых людей своей методикой. Ну, кто желающих могут обращаться. Вот конкретно, вот если мы так обозначим, какие методы лечения у вас есть и что вы лечите конкретно? Так, вот это конкретно, это, конечно, немножко я не согласен с словом, которое конкретно. Конкретно лечит сам человек. Я даю правильный путь к выздоровлению, направлению. Вот до сих пор наши люди думают, ты пришел, какую-то таблетку дали или руками, как экстрасенс я провожу, он выздоровится. Этого никогда не будет. У вас другая методика. Да, ну, в отличие от других клиник, где я людей обучаю, во-первых. Надо о себе заботиться, о себе стараться. Моя конкретная методика включается это очищение организма, это первое, еще клизмами, препаратами, значит, травами, слабительными, все. А вторая методика, это у многих происходит изменение позвоночника, я делаю мануальную терапию, да? Так, делаю психотерапию. Великая Авиценна в свое время сказал, что медицина сидит на 3 кита: нож, слова и трава. Словами тоже можно лечить очень много заболеваний. Я психотерапевт высшей категории, в свое время при Союзе у главного психотерапевта делал научную работу и проводил массовые сеансы психотерапии, ездил по многим регионам России, до Находки несколько раз был. Вот эти курсы я могу провести и обучать людей. Значит, лечить голосами, звуками, движениями, упражнениями различными. То есть вы рассчитываете на самого человека? Конечно. А обещать, что я тебе буду лечить, это у меня нету. Я буду учить, путь показывать. Напишу, какие лекарства нужно, какие травы нужно, как использовать. И человек, если выполняет, он начинает поправляться. А сейчас многие говорят, 100% я тебя вылечу. 100% товарищи, никто никого не лечит. Если сам, вот я там в своих книгах написал, что если человек сам не хочет, ни один врач не поможет его выздоровлению. Поэтому зависит от самого человека. Наш цель, вот в медуниверситете учат. Почему? Потому что знания передать. А это знание мы передаем больным, чтобы они тоже использовали в своей практике и поправили свое здоровье. Ну, я больного полчаса проконсультировал. Остальное он же без меня. Как он питается, как движется, как общаться с людьми, что он употребляет. Все это зависит от самого человека, от его окружающей среды. Вот это играет очень большую роль. Но вы еще как долго здесь будете, чтобы народ мог к вам приходить? Ну, я пока наметил до марта месяца здесь побывать. Ну, уже общался с многими врачами, все. Есть желающие, которые хотят у меня опыт набирать. Ну, придут, я буду их учить. Ну, как если на уровне правительства будем решать наши проблемы о создании совместных предприятий по выпускам лечебных чаев, препаратов различных. Кстати, о чаях вы сказали, что как-то вот в нашей беседе, что у вас есть несколько сортов чаев, да, которые вы сами изобрели. Да, у меня официально 10 видов чаев, которые зарегистрированы в Минздраве и в Россию был сертифицировано. Каждый чай состоит из 5 трав на основе зеленого чая 95. Они очень быстро получился эффект, но, к сожалению, сбор травы неправильно собирает и нету заготовщиков. Если мы здесь совместно будем что-то делать, будет очень много рабочих мест, очень дешевле лекарства, народ воспитывается. Например, у меня еще есть такое предложение, я сейчас всем президентам вот это рекомендую. Надо ввести профилактическую медицину, школьные скамейки. Вот я сегодня смотрю, в некоторых школьниках просто зашел, у многих имеется глисты, анемия, у многих зоб. А этот процесс можно буквально в школах давать чаи в течение 2-3 недели, и глисты исчезнет, и восстановится, он будет здоровый кадр. А не будем обращаться, ну, заканчивает институт, умирает, или какие-то патологии начинаются. Поэтому при правильном понимании мои мысли, мои наработки, сейчас в некоторых регионах России это уже пользуется, потому что у нас общество фитотерапевтов рекомендовало Россия, чтобы это внедрили в школах. Вот в Казани вот это внедрено.
Вот то, что я хотел здесь передать свой опыт, знаний. И вот насчет санаториев, то, что вы мне задавали вопрос, у меня есть частный санаторий в горах, всего на 30 коек. Не обязательно, что вы сделали на 1000, чем меньше, тем был больше эффект. Например, вот я беру 30 человек, сам лично с ними занимаюсь каждый день. Они вот первые блюда мы даем всегда, он работает сезонно у меня санатория. Так, первое блюдо это все из травы. Там крапива, подорожник, шавель, там яблоки где-то давят. Человек, если вот это диета соблюдает, много автоматически болезни ухода. Вот только диета, наше лекарство должен быть пища, наша пища должен быть лекарство. А сегодня много аллергических заболеваний, то, что там красиво делят обвертки, там все, а внутри там из-за денег люди друг друга обманывают, там вред наносят, это нехорошее качество. Скажите, пожалуйста, доктор Тахири, есть в чем-нибудь принципиальное отличие официальной медицины от народной медицины? Если есть, то какое оно, на ваш взгляд? Ну, я врач официальной медицины. Я не буду говорить плохо о официальной медицине, но официальная медицина как робот стал. Вот, например, человек пришел, вот наш Минздрав, я сейчас хожу в многих клиниках, говорю, у меня препараты нет, мы не можем это использовать, потому что у них стандарт. Вот то, что пневмония лечит какие-то антибиотиками, что-то нужно сделать по этой схеме. То есть первое бояться нового. Да, в жизни все меняется. Как Гераклит сказал, все течет, все меняется. Чувствительность. Даже вот у нас после войны, у нас покойный главный психиатр республики, академик Гулямов, сказал, что даже поменялся клиника шизофрении. У людей до войны другой был, после войны уже другой стал. На нас влияет вся окружающая среда. Поэтому вот вышла книга, называется «Ошибки медицины. Опыт исцелителей». Ну, например, вот к хирургу приходит, он говорит, надо операцию сделать, да? Можно будет эту проблему решить без операции, может быть. Я познакомился с бывшим ректором университета дружбы народов Ромашов. Ему около 90 лет. Он написал книжку «Природные методы оздоровления». И я у него взял интервью, сказал, скажите, пожалуйста, самый хороший метод лечения. Он говорит, ничего не кушать, значит, лечит голодом. Вот животные заболеют, несколько дней не кушают, они поправляются. Наши много болезней от пищи. А потом сказал, сыночек, я, оказывается, зря многих людей оперировал. Поэтому насчет операции тоже не нужно спешать. Потом вот народная медицина. То, что я сегодня пришел природными методами оздоровления, да? Бог создавал на природу все то, что есть вокруг нас. Я стараюсь сейчас поменьше назначать химические препараты. Но я как врач назначаю, иногда нужно какой-то антибиотик, где-то, ну, в мере. Потому что не шаблон, а вот учитывая его натура человека. У людей индивидуальный подход. Да. Как отличить, на ваш взгляд, качественное лекарство от некачественного? И как вот определить шарлатана от нормального врача? Ну, здесь на совесть людей, потому что там отличить, конечно, сложно. Вот каждая продукция сейчас, которая есть, на них есть сертификат. А потом, когда природный, ты сам видишь, вот эта трава, ты уже достоверно начинаешь принимать, да? А там внутри потом не знаешь, что есть и нет. Поэтому я сегодня даже вот говорю, не пакетированный чай, да? А вот когда сам вот видишь глазами, это такой трава. А то, что там пакетированный внутри, опять что, ты не знаешь. А когда сама трава, ты уже отличаешься. Вот я некоторые сборы, которые фальшивые поступили у нас, открываю, там написано на этикетке совсем другое, а там внутри совсем другие травы. Потому что я немножко разбираюсь в травах. Вот как вот простому человеку это отличить? Простому человеку нужно немножко знаний. Вот я сегодня в Академии правовой читаю лекцию, говорю, пожалуйста, персиковый лист. Возьмите, у каждого дома есть этот. Вы сушиваете, сделаете чай, он хороший глистогонный, антиопухольный, повышает иммунитет. Возьмете ореховый лист, тоже он обладает как антисклеротический, как противоглистный. Скажите, пожалуйста, вот кого из таких знаменитых людей вы вылечили, и были ли у вас какие-нибудь курьезные случаи такие, что
жизни? Так, в общем, С лечением. я не буду говорить, я кого лечил, это тайны медицинские. Некоторые любят себе демонстрировать, что я лечил, значит, такого профессора или Гагарина или что-то, чтобы он хороший человек, к нему ходит. У меня были очень много, секретарь ЦК, там другие, все. Но опять-таки, курьезный случай, таких нет. Каждого человека индивидуально посмотрю. Даю простые советы. Если он будет выполнять, от простых вещей он быстро восстановится. Но у нас, у каждого есть лень. Мы не хотим, ждем, кто-то приходит, нам что-то дает. Или у нас деньги есть, мы дадим эти деньги, а нас будут лечить. Я еще слышал, что у вас якобы есть какие-то лекарственные сигареты. Да, я когда-то в Москве делал выставку, я в Таджикистане сделал лечебный сигарет, это против гриппа. Есть гармала, могильник, трава, и второй травы я забыл. От них просто я сделал сигарет, просто можно курить, можно просто дым сделать. В этой комнате они убивают вирусы. Даже даже в Москве мы это проводили в нескольких школах, где вот дымили, там гриппа не было. А где не было этих. Вот у нас вот эта трава постоянно люди берут, это из народной медицины. Дымят и гриппа не будет, потому что вирус на воздух мы дышим. Он убивает. Вот лечебный сигарет и даже РТР у меня тогда приходили, как там было написано, курите на здоровье. А как все говорят, курить вредно, а вы пишете, что курите не здоровье. Я давал интервью, даже показал, как выкуривают, как поставить вот эти сигареты. Курение – это рак, это нехорошие такие последствия. Скажите, пожалуйста, вот я слышал, у вас книга есть, по-моему, вот она у нас здесь, «Рак излечим». Не слишком ли громко сказано это вот рак? Был пациент у нас, который участвовал на этом съезде, ему поставили рак, сказали, через 3 месяца умрет. Он 15 лет живет, занимается, он в течение суток употребляет 1,5 килограмма свежие фрукты, овощи, занимается йогами, упражнениями, водами. И он написал брошюру «Опыт лечения, значит, рака» на свой практике. Если человек стремится, если нет, ему никто не поможет. А у нас, когда человек болеет, вокруг собираемся, начинаем говорить, вот так вот. Сам человек должен бороться. Да, но очень важно внушение тоже. Вот я слышал, вы еще и психолог. Вот. Какое место занимает внушение вот, в жизни больного? Вот, бывает, поддаются внушению, бывает нет. Вот, насчет этого, если можно чуть-чуть. Автор книги кожных болезней, профессор Картамиш, писал в свое время, что я лечу 50% кожных заболеваний внушением. Вот методы психотерапии, именно гипноз, когда Кашпировский начал провести сеансы гипноза, да, ну, много смотрели, научились, и шарлатанство развивался. Минздрав запретил провести телесеансы. Я тоже проводил. Вот в Таджикистане был случай, который я пошел, их разбудил, таких. Поэтому внушением в свое время раньше люди делали операции, кто поддается именно гипнозу. Вот в свое время Павлов сказал, что, значит, 3 типа нервной системы, но 4. Художественный тип, мыслительный и смешанный. Вот, например, художественные артисты, журналисты, все. Мыслительные, физики, математики. Но он сам сказал, что мозг человека это темный ящик. Какой нерв заходит, какой входит. Мы видели. А что там происходит? Остался слой. И я в своей практике очень много больных лечил. Бородавки, различные, кожные заболевания, другие. Гипнозом очень хорошо лечится психотерапия. Это когда у человека страх, испуг, логоневроз, импотенция, первые брачные ночи. А то, что у человека не получается, здесь 100% психотерапия помогает. Где вы учились тоже? Расскажите, пожалуйста, чтобы наши телезрители были в курсе. Так, во-первых, то, что фитотерапией я занимался с детства. Когда я ходил на кладбище, с коровами, все я видел, какие коровы, какие травы кушают, какие не кушают, почему не кушают. У меня оттуда появился интерес этих. Это уже у меня 50 лет этого опыта. Так, значит, второй вопрос, почему я переключился или у кого учился. В общем, я заканчивал сначала медицинское училище. У нас при медучилище очень хорошо давали знания. Потому что Хадженте, это город Лельнабад был.
Потому что тогда 3,5 мы учились в фельдшерско-акушерский отдел. Я, например, когда учился, 13 родов принимал в медучилище, а в мединститут всего один. Потому что там в горах, в деревнях врачей не были, да, и нас серьезно учили вот этого. Ну, заканчивал мединститут, заканчивал аспирантуру, защитил первый мединститут в Москве по восстановительной медицине, докторантуру. Учился, вот курсы проходил у покойного Либиха, который написал женскую сексопатологию, Сергей Сергеевич в Санкт-Петербурге. Учился у Рожнова в Москве, потом лишь первый мединститут в Москве защитил. А вот я как кардиолог, у меня защита был сначала в грани кардиолога, психотерапии, был знаком Шхвасабая, который был знаменитым кардиологом Учазова, Мазура. Вот я с самими корифеями, которые в России есть, со всеми общался. Даже ездил в Прибалтику, в Ригу, там директор института кардиологии, сейчас фамилию забыл, он был лечащим врачом Пельши. Вот, у него дома 10 дней был, с ним очень много общался, кое-что он мне подсказал, что нужно делать. Андреев, покойный Андреев. Вот, именно сам по себе вот это общение с людьми, когда с учеными встречался. Вот я сейчас почитал, где-то я участвовал на более 130 международных конгрессах. Каждое общение, вот, академик Наумий Вакин сегодня народную медицину сильно рекламирует, который он занимался космической медициной. Мы часто общаемся. От них я получаю знания, живое это общение. Поэтому вот когда человеку сидишь, вот у нас был один покойный профессор, всегда спрашивал, не спроси, как он учился, спроси, у кого он учился, у какого специалиста учился. Вот это уже опыт, это его опыт, знание, то, что он передается.